что, ребятки, всем привет! Не прошло и буквально, ребята, 5 часов, как я поспал после с ночевой. Я, ребята, решил рвануть наверх, запланированный мой выход. Помните, ребят, когда 3 щуки не дали мне подняться? Сегодня, ребят, я решил этот маршрут пройти, погулять, покайфовать, ну и, в общем, порыбачить, ребята. Разведка донесла в поселке, то, что Женек тоже поднялся. Значит, где-то мы с ним встретимся. Но в целом, ребята, прошел уже перекаты. И сейчас понял, ребят, немножко для себя. Когда я видел вот эту косу, я сбавлял газу и начинал цеплять сапогом. Но здесь я что-то топтанул полный газ, лодка пошла еще быстрее, ребята, я проскочил просто идеально. Вообще шикарно. Не знаю, конечно, правильно это неправильно, потому что ты плывешь и под тобой там 20 сантиметров. Ну, в Огонцове, ребят, ничего не цеплял, все шикарно. Ну что, ребята, полный бак со мной, прикормки, палатки, спальники, холодильник, сумка, так как завтра обещают, ребята, 28 градусов. Я вон в одной энцефалиточке, закидушки, спиннинги, ребята, гаджеты, фонарики. Короче, ребята, есть все, чтобы просто провести вот так классное время, как я люблю, в одного. Покатаемся, посмотрим, порыбачим. Копанем, наверное, на личинку миноги, ребята, поставим донки на ночь. Найдем рыбалку на фидер. Ну и, в общем, ребят, порыбачим. Ну что, времени не терять, так как у нас время еще рано, обед. Поднимемся немножко воблером, походим дорожкой. Может, на обед себе добудем щукаря. Было бы неплохо. Ну, ребята, перекаты закончились. С островам говорю, до свидос. Ну и все, начинаются глубины. Сейчас соберем спиннинг, соберем подсачник, ну и начнем. Ну все, ребятки, сразу по-братски лайкосик, понеслась. Смотрите, ребят, сколько их, охренеть. То ли стрижи, то ли ласточки, не могу понять. Вон, вообще сколько их, куча. Весь обрыв забитый. Добрался до обрывов. Разделся. Сейчас буду добывать личинку немного. Достал одну. Так, ну опять маленькая. Там парочку нашел средненьких. А вот это, ребята, уже классно. Вот она. Это уже классно. Самое то. Надо ковырять плотно. Сидят до конца, блин. Не вылазят. Вот. Полезла средненькая. Возьмем. Мало ли. На кушка. Ну, братцы, все, я поскакал далее. Обрывом скажу спасибо. Дали немножко личиночку. Теперь поднимаемся. Прям испугался, ребят, думал, блин, бац, и пошла, короче. Я думал, ну что-то села. А рыбков-то нету. А тут, блин, ветка. О, еще оторвалась. Поклевочка не крупная вроде, но щучка есть. Я тебе ее оставил, Леха. Мелкая, ребят, такую даже и не стоило бы брать. Короче, ребят, место занято, куда я его планировал покайфовать. Не знаю, что делать. Ну, как бы
Место общее, никто тут не виноват, все нормально. Так что что-то будем искать, значит, другое. Ну, давай, Леха, че? Так, ребят, ну что, я решил тормознуть вот на таком пляжке. Здесь такое классное сужение. Вообще, прям река, не знаю, метров, может, 70 от силы. Пляжик. Конечно, он недавно был затопленный, такой грязный, но, в принципе, нормально. Сейчас остановился и понял, что я забыл, ребят, пилу. Вот. Ну и здесь особо, конечно, тоже дров нету. Если можно так, в принципе, только пособирать что-то как-то. Но у меня есть плита. Это плюсом. Ну, короче, не знаю, ребят. Попробуем здесь. Попробуем здесь. Куда я хотел, занято, ну, давайте здесь попробуем. Тарарарай. Тарарарай. Так, вот, ребят, прикормочка у меня. Взял вот такого лешего. Интересно, кстати, ребят, смотрите. Мошки даже. Что есть? Блохи даже есть. Охренеть. Так, ну что, топорик, как обычно. Немножко ивничка подкосим. Один красота. Ребят, тут такой пригорок. И там тоже пляж. В этом году там тоже мыло. Течение было. Соответственно, блин, пляж он все удлиняется, удлиняется. Вот видите, как получилось. Как дорогу накидали. В этом году вообще, блин, паводка не было. И что-то творится непонятное. Так, ну что. Понеслась душа в рай. Ну, такие вырубаю здесь, в принципе, сразу 2-3 рогатины получается. И на доночку будет еще стать. Вот так вот. И еще одну. И хорош. Это на фидеры. Это на закидушке, ребят. На закидушке делаю потолще, чтобы стояло хорошо. Вот такие, чтобы они не гнулись. Ну, сейчас можно и на доночку вырезать. Раз. Давай прорезик делаю, ребят, под лесочку. Все. Немножко заточить. Кривые, ну и ничего страшного. Немножко, ребят, тут перекусить надо. Что-то подсасывать начинает. Хлебушечек.
Помидорка есть. А потом уже попозже что-нибудь приготовим. Вкусняшку какую-нибудь. Костер, наверное, будет. Да, если что, говорю, плита есть. Особо как бы не замерзну. Я надеюсь. Все, давайте, ребят, приятного аппетита. Кто со мной? Метра 2,5, я бы сказал, есть. Ох, ребята, красота. Смотри, как спокойно. Да. Очень круто. Кстати, это то место, ребят, где мы ставили комбайны, когда я тут расставлял комбайны. Вот так по реке. Мне очень понравилась эта рыбалка. Подняли рыбку даже. Сейчас ставлю фрагменты. Как это было. Зима. И вот именно где-то в этом районе. Что-то запутал тут. Есть второй лещ. Нормально. Комбайн дал. Вот на комбайн-то я приеду порыбачить, ребята. Тут что такое? Какой-то зацеп, ребят. Налим, что ли, был? Вроде пошел. Вроде пошло. Чуть тяжелое.
Есть. Там что-то еще идет вроде. Тут налим вроде. Да. Смотрите, какой, ребят. Хороший. Вот это комбайны дают рыбы. Вот это комбайны рыбки дают. Достойно прям. Кстати, вот этот комбайн вчера тоже принес налима. Вот такие налимы-то килограммовики, даже больше. Шикарно. Шикарно на комбайне. Они даже лучше, чем желицы работают. Походу, червя налим хочет. Живца рано ему еще. Так, этот у нас переделанный. Толстая леска стоит. Тут и есть, что ли? Ух ты, фига, лещ, ребята. Смотрите, какой лещ. А вот она, ребята. Ляпочка. Маленькая, правда. Но ляпка есть. На парика взяла. Давай, подруга. Что, ребята, кровососы выскочили. Надо брызгаться. А то у меня остатки уже. Солнышко упало и все. Зажужжали, бля. Без хозяина, ребятки. Сходил, побрызгался, уже сидит. Зараза. Пискарек. Жирный ты какой. Охренеть. Блин, ну грязь все равно, ребят, идет. Грязишка идет еще. Кукушек столько. Охренеть. Со всех сторон. Такой штиль, ребята, аж даже как-то не этот. Аж как-то непривычно. Так тихо, ребятки. Очень красиво. Очень круто. Комар, да, комар начал немножко звенеть. Ну что, все-таки лето, ребята, уже все наступает. Не знаю. Обещают холодным, конечно, его. Но завтра вроде как вообще тепло, жара. 28 градусов. Это хорошая температура. Немножко пока молчит. Мелочь клюет. Сейчас плотвичку поймал. Короче, фидер работает, но ничего интересного пока. Пойду сейчас перетяну. Ну, немножко можно протянуть доночки, а закидушки можно проверить. Все-таки трава идет, блин. Надоело уже, блин. С весны она как херачит, так и идет, блин. Когда уже успокоится все это дело, блин. Густерочка, ребятки. Такая ярко выраженная. Вообще плавнички такие красные. Малышка.
Спускайтесь. Я здесь ненадолго, всего лишь на ночь. Все, успокойтесь. Ну что, братцы, от этой палатки просто кайфую. Сегодня у нас застал пляж. Рыба не клюет. Но у нас дела. Завтра будем просыпаться, делать дела. Все, я развалился. Спальник по красоте. Все. Ну что, братцы, давайте до завтра, наверное. Завтра утром встанем, дела, покушаем. Ну все. Да. Отбой. Ребят, смотрите, какой зверь попался. Но здесь он тоже, наверное, обсасывал. Какие
Зверюги, блин. Сейчас, подожди, брат. Будем кормить тогда. Раз налима нету нормального. Ну, открой пасть. Я тебе подарок сделаю. Не хочет, устал. Не знаю, всю ночь сидел, наверное. Ну, тут щуки, значит, нету. Она бы его сожрала такого. Так, ребят, ну что, я собрался маломайски. Палаточку. Там продукты, что там не нужно. Водку уже убрал. Донки проверил. Травы вот так, ребята. 2 пожеванные и вот налемяшка. Охренеть, блин, троглодиты. Да. Место-то такое интересное. Ну, не сыграло. Ладно, у нас другие цели. Пойдем, зайдем в тайгу, в лес. Так, друзья, ну вот, тут такой березнячок. Я бы сказал так, березовая роща, небольшая. Вот здесь попробуем добыть. Кто-то давным-давно вот снимал с одного дерева. Посмотрим. Так, ну что? Снимается, нет? Вот такие пластики, ребят, должны быть. Вот. Сразу, ребят, предупрежду, кто там сейчас начнется ругаться. Жизнь на севере у нас такая. Мы живем печным отоплением. И зимой, чтобы с утра пораньше, когда проснулся и чувствую, что на улице минус 40, быстро подпалить печку. Вот именно, лучше бересты ничего не найти. Вот, ребят, покажу сразу наглядный пример. Вот тут снимали бересту. Не знаю, давным-давно, наверное. Березки ничего, ребята, не происходит. Она растет. Также все в порядке с ней. Единственное, просто она вот чернеет вот таким образом. И все. А так все нормально с ней. Просто здесь уже кора не растет. Такая шкура растет. А вот это вот, как ионная одежда, вот этой белой нету. И все. А так с остального все в порядке.
Хорошо получается, ребят, когда вот, ну, березы без сучков, такая ровненькая, без извилин, тогда вот пласт снимается хорошо. А когда есть сучки, то вот они, ну, обрываются и не дают как бы ровный пласт снять. Приходится мелкую снимать. Вот как бы стараюсь так. Ну, береза сама по себе она такая. Нет ровных. Как бы она какими-то пупырышками, шишками, наростами. И вот, и, короче, не всегда ровный пласт, но получаются и большие иногда. Ну что, процесс понятен, наверное, ребята. В принципе, много не надо. Как бы хватает, скажем, иной раз. Как вам объяснить? Вот так вот, чтобы растопить печку. Ну, как бы заготавливаю сразу и для себя, и для мамы, и для бань. Потому что душа как бы нет у людей. Кто-то в душ ходит. А мы вот бересту заготавливаем, веники березовые заготавливаем. Мы живем от тайги, ребята. Мы от нее существуем. Собираю я все, что заготовил. Сейчас в одну кучу сделаю рулончик. И на этом все. Кстати, раньше, ребята, в старину что только не делали из бересты. И пестера, за грибами ходить, корзинки, обувь, лапти, да, многие знают. Всякие
посуду, хлебницы там и так далее. Да не только коми народ. Вся наша страна, я думаю, в старину так делала. Но вот только вот такой пласт, ребята, снимется вот именно вот в это время. И то плюс-минус 2 недели. Все зависит от весны, от зимы. И надо приугадать, чтобы вот так как бы ровненько она снималась. Вот такими пластами красивыми. Неделя позже или неделя раньше такого эффекта не получится. Она будет просто вот по такому миллиметрику сниматься, и то с трудом. Все вот это будет сушиться, и все это на зиму, ребят. Ну вот, как-то так. Теперь, ребят, беру самый большой рулон. Какой поширше, побольше. Ну, допустим, вот этот. И теперь буду сюда складывать мелочь. Вот так. Дальше прослоечка. Опять мелочь. Вот такая всякая разная. И все это в один клубочек заверну в рулончик. Все будет отлично. Вот как раз, ребята, смотрите, хотел вам показать вам вот именно прям наглядно, как все происходит. И как раз смотрю, тут свежий есть возле речки, кто-то заходил, наверное, костерок разжигал. Вот это очень давно, вот, прям давно. Там даже под снизу, ребят, смотрите, опять кора пошла. Даже вот. А вот это прям свежая, ребят. Ну, не знаю, год, может 2. Вот такого оттенка она становится. Просто становится панцирем. Ничего нету просто, ребята, вот этой коры. А береза себя нормально чувствует. И ничего с ней не происходит. Просто здесь коры уже не будет. Это вот давно уже, а это вот недавно. Ну как недавно? Год, говорю. Может 1,5. Комара тут столько, блин. Тут низина, сырость. Много комара. Так, не знаю, заверну, ребята, я не заверну. Надо было, наверное, 2 рулона сделать. А я что-то все в один закидал. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну все, теперь берем наш вот этот сэндвич большой, нашу колбаску. И вот так, ребят, ее заворачиваем. Вот так вот. Завернули. Одеваю петлю и затягиваю. Комара, блин, куча. Все, ребятки. Вот такой рулончик. Погнали.
такой денечек у меня в тайге получился. Отдохнул маленько. С рыбалкой, да, не повезло. Не повезло с местом, ребята, я так думаю. Потому что там бы, я думаю, что-то бы взяли. Куда хотели. Ну ладно, что, ребята. Кору добыли. На зиму хватит. Вполне вообще. Зимой не замерзнем. Погода шикарная, ребят. Солнышко, жара. Классно. Все, сейчас пойду ниже. Там еще троллингом надо зайти на одно место, ребят, посмотреть, как там ручей, в каком состоянии он сейчас. Если там вода для постройки избы и так далее. Короче, там еще погуляю. Посмотрю там кое-что. Ну и в конце до дома. Ну все, ребята, Илюха вышел в отпуск. Сейчас начнем заниматься тяжелыми снастями. Я думаю, будет рыбалка. Все, ребята, всем пока. На связи. Поклевочка, ребятки. Еще рогаечка маленькая. На перекатике взяла. Ух ты, оторвалась. Оторвалась. Мелкая. Все равно мелкая, все равно бы отпустил.